Начинается прохождение парадных расчетов. 9 мая 2015 года. На Красной площади проходит Парад Победы. Из-за российской агрессии в Украине западные лидеры решили остаться в стороне. За одним исключением. Чешский президент Милош Земан не поддержал бойкот. Российский президент Владимир Путин тепло приветствует коллегу. Господин президент, вы знаете, что не мы были инициаторами охлаждения отношений с Европой, но надеюсь, что благодаря таким политикам, как вы, нам удастся их восстановить не только в прежнем объеме, но и двигаться дальше. Спасибо, господин президент. Знаете, политика – это как погода. Бывает охлаждение и бывает также отопление. Да, человек радуется, если после охлаждения приходит отопление. Когда Земан и его сторонники праздновали победу в 2013 году, связи чешского президента с Россией уже стали предметом дискуссий. Говорили, что его предвыборную кампанию частично финансировали близкие к Кремлю бизнесмены. В кругу Земана много людей, так или иначе связанных с Россией и российскими финансами. Поэтому его дружба с Россией, преданное и даже сервильное отношение к ней опирается на скрытые финансовые интересы. Никаких доказательств финансового влияния России не приводилось, а в администрацию чешского президента нам в интервью отказали. Однако скандал с российским следом отошел в тень после того, как Земан появился заметно пьяным на церемонии показа чешских коронационных регалий. Согласно официальной версии, он был простывшим. Плакаты с напоминанием об этом инциденте встречались даже год спустя, когда тысячи чехов вышли на акции протеста после того, как Земан раскритиковал западные экономические санкции в отношении России, введенные после ее военной агрессии в Украине. Демонстранты требовали от Земана не заключать сделок с Путиным. Я протестую против Земана, потому что он отходит от прав человека. Тем не менее, Земан пользовался широкой поддержкой в стране, особенно в провинции. На митинге в 2015 году он под одобрительные крики заявил о необходимости твердой линии в отношении беженцев, заполонивших другие части Европы. Большинство этих нелегальных мигрантов составляют молодые, хорошо накормленные люди. И я спрашиваю, почему они не сражаются за свободу своей страны против исламского государства? Многие сторонники Земана считают его прямолинейным политиком, который не боится говорить, что думает. В чем-то он как Дональд Трамп, о котором Земан сказал много теплых слов. В качестве примера можно вспомнить речь Земана в Страсбурге в октябре 2017 года. Тогда он призвал Украину принять российскую аннексию Крыма. Если между Россией и Украиной наладится диалог, полагаю, что возможна некая компенсация за Крым в финансовой форме. В ответ на это заявление Киев заявил официальный протест. 5 лет пребывания Земана в Пражском замке раскололи чешское общество. Ему удалось превратить, по сути, церемониальный президентский пост в площадку для резких политических заявлений, которые у одних вызывают гнев, а у других – радость.